Добрый вечер! На КПК Лайв программа «Студия Быковского 9». Сегодня у нас в гостях студентка выпускной группы У-41, волонтер, молодой дизайнер одежды Диляра Абдыкалыкова. Встречаем! Диляра, здравствуй! Вот уже на протяжении 4 лет ты состоишь в волонтерской команде колледжа по организации традиционных мероприятий. Скажи, какой опыт ты получаешь благодаря работе волонтером? Начну, наверное, с такой небольшой предыстории. Изначально создателем волонтерской команды в нашем колледже была Динара Бельхеева. Она и вдохновила меня на эту деятельность, так как она всегда говорила, что главное для волонтерства – это разжечь огонь в сердцах других. И с каждым годом моей волонтерской деятельности я все больше заводила новых полезных знакомств, больше появлялось опыта работы с детьми, и, получается, я получила опыт не только в волонтерской деятельности, но также и в педагогической, и свой личностный опыт. Нам известно, что ты увлекаешься кройкой и шитьем, проходила специальные курсы, а сейчас выставляешь свои работы в Инстаграм. Какими дизайнерскими работами мировых брендов ты вдохновляешься, когда создаешь свои работы? Я не могу сказать, что я вдохновляюсь каким-то определенным брендом, скорее я вдохновляюсь различными нестандартными решениями. Например, у меня есть юбка, которая создана из ткани, которая обычно используется для обивки мебели. И я всегда вдохновляюсь какими-то одеждами, трансформерами, конструкторами и так далее. Хорошо. Вот какой должна быть современная мода? И почему стоит соответствовать модным трендам? Или у тебя другое мнение? Я думаю, что современная мода должна быть комфортной в первую очередь для человека, который это носит. И я не считаю, что нужно соответствовать модным трендам. Безусловно, тренды – это очень хорошо, это замечательно, что наше общество развивается и двигается в определенном направлении, но мода циклична. То есть изначально были популярны, допустим, джинсы на заниженной талии, затем джинсы на завышенной талии, вот уже пару лет кюлоты, джинсы клеш, и стилисты говорят, что скоро в моду снова вернутся скини. И я хочу сказать, что одежда должна быть инструментом для самореализации в обществе, для самовыражения в обществе. И не стоит бездумно скупать всю модную одежду, так как после того, как ее проносит один сезон, люди ее просто выбрасывают. И это очень неэкологично и плохо. Гораздо лучше создавать свой собственный стиль, который будет комфортен именно вам и в котором вы будете чувствовать себя уверенно. Большое спасибо за такие советы нашим зрителям. А в нашем эфире специальная рубрика «Баланын Сурагы». Это та рубрика, где наши корреспонденты встретились с социальными партнерами колледжа в школах и детских садах города Костанай и узнали, какие вопросы дети задают взрослым. Почему самолет висит в воздухе? Что такое время? Почему облака не падают на землю? Почему комары кусают? Видят ли микробы друг друга? Открою такую тайну: облака падают в виде осадков, то есть дождя, снега и так далее. Спасибо за ответ. А я передаю слово своей коллеге Асие Жамаловой. В нашем эфире специальная рубрика «60 секунд». В студии Асия Жамалова, наш гость Диляра Абдыкалыкова. Рубрика «60 секунд». Это та рубрика, где у гостя нет времени на размышления. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 10 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. 3, 2, 1, мы начинаем. Сколько килобайт в 1 мегабайте? 1024. Верно. Сколько будет 72 разделить на 6? 12. Верно. Кто автор произведения «Муму»? Тургенев. Верно. На каком языке говорят в Бразилии? На португальском. Верно. Чему равна энергия согласно формуле Эйнштейна? mc в квадрате. Верно. Как звучит теорема Пифагора?
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. Верно. Кто спас муху-цикатуху? Комар. Верно. Как в химии обозначается кремний? Си. Верно. Чему равняется 3 в кубе? 27. Верно. Назовите самый легкий газ. Водород. На этом у меня все. Общее количество ваших баллов 100. Поздравляю, отличный результат. Наша команда подготовила для тебя небольшую игру – фортепиано. Звучат 3 коротких мелодии, а твоя задача их угадать. Ты готова? Да. Тогда начнем. 3, 2, 1. Мелодия номер 1. Это Нета, она Джой. Правильно, Нетта игрушка. Мелодия номер 2. Каска Плата. Правильно. Итак, мелодия номер 3. Queens and Kings. Правильно. Max. На этом наша программа подошла к концу. Мы очень рады, что ты была с нами. На память о нашей встрече вручаю тебе этот сувенир. Спасибо. Также у нас есть традиция. Каждый гость оставляет свой автограф для истории. Большое спасибо. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Увидимся через неделю.